В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В парламенте прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, посвященное проблемам энергетики республики. Вся вырабатываемая электроэнергия малых ГЭС Сухум, ГЭС Багнар, ГЭС селе Хышха и Джирхова ГЭС в поселке Бзыпта поставляется в сети Черноморэнерго. Министр здравоохранения Эдуард Бутба ознакомился с работой больниц в условиях энергетического кризиса. В парламенте прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, посвященное проблемам энергетики республики. На встречу были приглашены исполняющие обязанности вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, гендиректор УП Черноморэнерго Тимур Джинджолия. Ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической. По словам Джансуха Нанба, с 1 ноября приобретено 165 миллионов киловатт-час, которые обошли стране в 655 миллионов рублей. Сегодня коммерческий переток электроэнергии из России обходится Абхазии в 8,5 миллионов рублей в сутки. Продолжается борьба с незаконной добычей криптовалют. В этом году было изъято 1600 майнинг-аппаратов. С 2021 года количество изъятого оборудования достигло более 10 тысяч единиц. Майнинг потребляет более 20 мегаватт в Абхазии на сегодняшний день, сообщил гендиректор Черноморэнерго Тимур Джинджолия. При этом незаконное потребление майнинг-оборудования уменьшилось наполовину по сравнению с прошлой неделей, когда оно составляло 45 мегаватт, добавил он. Однако при сложившемся дефиците это не влияет на ситуацию, поэтому борьба с майнингом продолжается. После обсуждения энергетической ситуации в парламенте состоялось внеочередное заседание сессии Народного собрания, по итогам которого в первом чтении были приняты два законопроекта: о запрете на осуществление майнинга криптовалют и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере осуществления майнинга криптовалют. Законопроекты предполагают уголовную ответственность в сфере осуществления майнинга криптовалют. Весь день совещались по сложившейся ситуации, думали, каким образом парламент Абхазии может повлиять на существующую ситуацию. Вы знаете, основной инструментарий парламента – это принятие законов и изменение тех или иных норм. Вы знаете, что мы до этого принимали нормы, ужесточающие ответственность за добычу криптовалюты. Но, к сожалению, эти нормы так и не сработали. Сегодня депутаты совместно с соответствующими службами парламента разработали проекты, которые касаются ужесточения норм, связанных с добычей криптовалюты, а также норм, связанных с запретом на осуществление майнинга криптовалюты на территории Республики Абхазия. Было принято решение о проведении внеочередного заседания сессии парламента. Перемещение через таможенную границу Республики Абхазия устройств для добычи криптовалют, их составных частей и элементов наказываются лишением свободы на срок от 1 до 3 лет с конфискацией оборудования, используемого для осуществления деятельности по добыче криптовалют. Присоединение к электрическим сетям, а ровно потребление электроэнергии в большом объеме для осуществления деятельности по добыче криптовалют наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет с конфискацией оборудованием, используемым для осуществления деятельности по добыче криптовалют. Большим объемом потребляемой электроэнергии в целях настоящей статьи признается суммарное потребление электроэнергии, подключенным к электрическим сетям оборудованием, используемым для осуществления деятельности по добыче криптовалют в размере, не превышающем 30 киловатт. Оборот устройств для добычи криптовалют, их составных частей элементов до 5 единиц устройств влечет наложение штрафа в размере 50 тысяч рублей и конфискацию оборудования для осуществления деятельности по добыче криптовалют и их составных частей элементов. Свыше 5 единиц устройств влечет наложение штрафа в размере 20 тысяч рублей за каждую единицу и конфискацию оборудования для осуществления деятельности по добыче криптовалют и их составных частей. Расширенный репортаж с заседания комитета, посвященное проблемам энергетики республики, а также с внеочередного заседания сессии парламента, смотрите после новостей.
6 аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Гаагре. Сотрудники ГТК Абхазии при содействии СГБ и милиции выявили 6 функционирующих аппаратов для добычи криптовалюты с жидкостной системой охлаждения. Аппараты располагались в подвальном помещении частного дома в городе Гаагра по Кабардинской улице, принадлежащего гражданину Оси. По предварительным оценкам, общая стоимость товаров составляет порядка 900 тысяч рублей, сообщили Апснопресс в ГТК. Запрещенное к ввозу на территорию Абхазии оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении. С начала 2024 года силами Государственного таможенного комитета Республики Абхазия обнаружено и изъято по факту незаконного ввоза и пользования на территории Республики Абхазия 498 аппаратов для добычи криптовалюты и 122 единиц, комплектующих к ним. Общая рыночная сумма изъятых данных товаров составляет 29 миллионов 435 тысяч 622 рубля. Суммарная потребляемая мощность электроэнергии данных товаров составляет около 1500 киловатт в час. По решению суда конфискованы 18 аппаратов и 5 комплектующих уничтожены. Остальные находятся на ответственном хранении в ГТК. На данный момент приоритетным направлением правоохранительной деятельности ГТК Республики Абхазия является борьба с незаконным ввозом и деятельностью майнинг-ферм. Еще 8 майнинг-аппаратов изъято сотрудниками МВД в Сухумском районе в частном доме в третьем тупике улицы Братьев Изугбая в селе Нижняя Ишера. Были обнаружены 4 аппарата, принадлежащих Михаилу Накопи, а также нашли 4 аппарата, принадлежащих Алясу Джинджоля в селе Баслата в доме по улице Асланзе. В Гаагрском районе спустя 30 лет восстановлены 2 малые гидроэлектростанции «Багнар-ГЭС» в селе Хышха и «Джирхва-ГЭС» в поселке Бзыпта. В связи с энергетическим кризисом было принято решение всю перерабатываемую электроэнергию с данных объектов на безвозмездной основе поставлять в сети Черноморэнерго. Сария Кварацхеля расскажет подробнее. Багнар-ГЭС является деривационной ГЭС, то есть здесь нет плотины, а водозабор находится выше по течению. Вода доставляется в турбины по напорным трубам. Электростанция находится в селе Хышха Гаагрского района. Общая площадь объекта 490 квадратных метров. Багнар-ГЭС более 30 лет находился в удручающем состоянии. Работы по ее восстановлению начались несколько лет назад. Данный объект был приватизирован нами в 2018 году. Согласно закону Республики Абхазии о приватизации муниципальной собственности и республиканской. Были сложности, стоит отметить, что Багнар-ГЭС не функционировал порядка 30 лет. Это было связано с возгоранием генератора, который установлен здесь в машинном зале, в здании основного ГЭС. Собственно, был проведен комплекс работ, связанный с выявлением основных узлов ГЭСа, какие проблемы есть. То есть вот выше по этому ущелью у нас располагается комплекс сооружений, которое имеет непосредственное отношение к самому ГЭС и жизнедеятельности ГЭСа, чтобы она функционировала в штатном режиме. Это деривационный тоннель безводонапорный, протяженность которого составляет порядка 1,5 километров. На момент нашего прихода он был полностью завален. В сам туннель невозможно было привлечь специальную технику, поэтому все работы проводились исключительно вручную. Нужно отметить, что вода по этому туннелю проходит не только на ГЭС, но и в село, в котором расположена сама станция. В данный момент, вот в условиях реального времени, мощности, которые мы можем здесь получить, это порядка 500 киловатт. Но, естественно, будет зависеть от погодных условий и других факторов в том числе. На сегодняшний день из-за оползня подъехать к электростанции практически невозможно. Несмотря на это, все рабочие были на местах. Порядка 2 лет шел процесс восстановления. Мы занимались пусконаладочными работами. Здесь есть очень много узлов, помимо самого основного здания, которое вы здесь можете видеть, которые играют очень важную роль в жизнедеятельности самого ГЭСа. В данный момент, вот буквально несколько дней назад, были завершены пусконаладочные работы. То есть, чтобы отладить весь механизм, чтобы ГЭС функционировала в штатном режиме, занимались этой работой. Сейчас мы уже с уверенностью можем сказать, что мы можем запускать ГЭС, чтобы она функционировала в штатном режиме. Штат будет это порядка 20 человек у нас здесь.
Да. Будем привлекать обязательно, конечно же, местных жителей. Как добавил директор Багран-ГЭС Адгур Логуа, в связи с энергетическим кризисом в республике принято решение всю перерабатываемую электроэнергию с данного объекта на безвозмездной основе поставлять в сети Черноморэнерго. Себестоимость электроэнергии составляет около 6 рублей за 1 киловатт в час. По этому вопросу были проведены переговоры с руководством Черноморэнерго. В письменном виде руководство было уведомлено. В данный момент идут переговоры по технической части, как реализовать этот переток. Наши специалисты в плотном контакте с руководством и представителями РУП Черноморэнерго. Также восстановили заброшенную гидроэлектростанцию в поселке Бзыпта. Здание в стиле сталинского ампира было в аварийном состоянии. Внутри была полная разруха. Огромный зал станции был наполнен оборудованием, которое за долгие годы пришло в негодность, заржавело, разрушилось. По лесистому склону горы проложена стальная труба, по которой водный поток направляется к турбинам ГЭС. Здесь практически все сделано с нуля, вплоть до реставрации здания. Гидроэлектростанция работает в штатном режиме, и она готова приступить к выдаче в общую сеть Черноморэнерго всю вырабатываемую электроэнергию. В общей сложности Багнар-ГЭС и Джирхва-ГЭС могут дать Черноморэнерго 1 мегаватт. Сария Кварцхеле, Даур Цулуки, Абхазское телевидение. В социальных сетях распространяется информация, что на территории Сухум-ГЭС, несмотря на решение передавать всю вырабатываемую мощность Черноморэнерго, продолжает работать майнинговая ферма. Наша съемочная группа побывала на электростанции, чтобы прояснить ситуацию. Репортаж Лауры Капш. Сухумская гидроэлектростанция была отремонтирована и введена в эксплуатацию в 2018 году. Максимальная нагрузка, которую она может принять, 21 мегаватт. Но на сегодняшний день вырабатывается только 9,5 мегаватт, ввиду того, что и здесь ощущается нехватка воды. Вот наш щит. В положении закрыто. Да? Уровень воды ниже уровня щита. Да? Вода у нас никуда не сливается лишняя. Мы все, что забираем, все уходит к нам. Вот уровень в данном случае вот здесь вот 408-414 метров над уровнем моря. А должно быть 410-500 это максимум. На Сухумской ГЭС установлено 3 гидрогенератора. Однако на момент съемок работали только 2 из-за нехватки воды. Но по указанию Черноморэнерго в часы пик включают все 3, чтобы подать свет в Сухум в дневное время. В данном случае, вы видите, у нас вырабатывается 9,5 мегаватт. Ввиду того, что в горах холодно, воды поступает к нам мало. Есть вода, мы работаем на полную нагрузку. Если воды не хватает, мы работаем настолько, сколько хватает. У нас машины работают по уровню. Если появляется достаточный уровень воды, она сейчас как раз и включена по уровню. Машина сама в автоматическом режиме выбирает мощность, на которой она работает. Всю энергию, которую мы вырабатываем, мы направляем только в Сухум. У нас линия Сухум-ГЭС, Сухум-1 подстанция. Майнинг-ферма, которая была в загрузке Сухум-ГЭС, отключена с 5 декабря. Стоит отметить, что и в позапрошлые годы, когда в энергосистеме были проблемы, данная ферма отключалась и вся вырабатываемая энергия поступала в Сухум. Здесь также нужно сказать о том, что Сухум-ГЭС подает электричество городу на безвозмездной основе. Только за этот год Черноморэнерго получил от Сухум-ГЭС 39 миллионов 802 тысячи 602 киловатт-часов. Вот мы сейчас с вами здесь находимся. Вы видите, нагрузки нет. Она никогда не включалась, никогда за это время не включалась и не работала. А сколько энергии туда подавалось? Вы можете посмотреть, 6 мегаватт подавалось туда. А остальная часть в Сухум? Уходила в Сухум. А сейчас все в Сухум? Сейчас все в Сухум. Ничего никуда не уходит. В социальных сетях распространяют дезинформацию о том, что майнинговая ферма, которая питается от Сухум-ГЭС, сегодня работает. Однако это не соответствует действительности. Наша съемочная группа побывала на Сухум-ГЭС, а также на самой ферме в селе Каман. Владельцы позволили нам зайти в помещение и убедиться в том, что майнинги отключены. Здесь стоят 14 контейнеров, и мы заглянули в каждый. Нужно отметить, что Сухум-ГЭС – государственное предприятие, которое передано в аренду на 25 лет. И одним из основных потребителей станции является майнинговая ферма, за счет которой содержится Сухум-ГЭС. 6 мегаватт получала ферма, все остальное подавалось в Сухум. Однако сейчас вся мощность, которая вырабатывается гидроэлектростанцией, уходит в сети Черноморэнерго. Лаура Капш, Раму Камке, Абхазское телевидение.
В Сухуми прошла пресс-конференция председателя Абхазского национального движения Адгура Ардзинба. Тема встречи – текущая ситуация в стране. Основные темы пресс-конференции председателя АНД Адгура Ардзинба были посвящены проблемам энергосистемы, а также сложившейся политической ситуации. Я хочу напомнить о том, что 29 декабря 2018 года то правительство, в котором и мне довелось работать, ввело запрет на майнинг. Первая реакция поступила из парламента. 25 февраля 2019 года 6-й созыв парламента отреагировал на этот запрет, отметив, что это решение незаконное и оно ущемляет интересы предпринимателей и так далее. Но несмотря на это, запрет сохранил свою силу. Дальше произошли известные политические события. Власть сменилась в стране. После выборов 2020 года и уже новая команда отраслевых профессионалов, как их называли, когда приступила к своей работе, одно из первых решений 21 сентября 2020 года был легализован майнинг. Адгур Ардзинба привел официальную статистику Черноморэнерго, основные показатели потребления электроэнергии с 2019 по 2023 годы включительно. Если мы по итогам 2019 года имели общий объем потребления в стране 2 миллиарда 0,63 миллиона киловатт-часов, то уже в 2021 году объем потребления увеличился практически на 1 миллиард киловатт-часов и составил 2 миллиарда 913 миллионов 900 тысяч киловатт-часов. Был принят план, так называемая дорожная карта по энергетике, в рамках которой не было заключения, согласования ни с какими представителями и специалистами абхазской энергетической сферы. Эта дорожная карта формировалась в Министерстве экономики Абхазии совместно, я так полагаю, с потенциальными инвесторами извне. По пунктам этой дорожной карты одним из главных пунктов это было необоснованное повышение тарифа, которое привело к следующему. Если по 2019 году у нас общий показатель собираемости в стране был 51%, 51,35%, если точнее, то в 2023 году мы пришли к показателю 304%. Таким образом, эти решения привели и к резкому сокращению собираемости платежей за электроэнергию. И это, кстати, обосновано, потому что в тарифе, который принимался тогда и пошагово увеличился, сегодня исполняющий обязанности премьер-министра, его действия направлены на то, чтобы заморозить этот тариф. В этом тарифе они по какой-то причине заложили, стоимость еще и майнинга, который у нас запрещен. Таким образом, экс-власть, которая в лице Аслана Абжания и экс-премьер-министра покинули свои кабинеты, но остальные члены команды в полном составе сегодня находятся на своих местах. И по нашей оценке идет полный саботаж работы. Председатель АНД рассказал и о событиях 15 ноября. Вынужден напомнить, что мы, как представители общественности, я лично предупреждал о том, что события могут выйти из-под контроля. Никто из представителей общественных организаций, общества в целом не хотел развития этих событий, чтобы проходили подобным образом. Но когда власть делала все, чтобы обострить ситуацию, вы помните задержание наших активистов, вы помните наше обращение. А в чем оно заключалось? Наше обращение заключалось только в одном. Мы просили отложить данный вопрос по рассмотрению этого кабального соглашения до президентских выборов, чтобы мы на президентских выборах имели возможность
определить, поддерживает народ эту антинародную политику или не поддерживает. И логика их действий такова, что чем хуже, тем лучше. По их мнению, как мне представляется, они хотят ситуацию довести до максимального кризиса, чтобы обвинить общественность, обвинить народ в том, что якобы события 15-19 ноября послужили причиной, вот такой кризисной ситуации. Председатель АНД, касаясь абхазо-российских отношений, отметил: очень много контента, видеоматериалов, которые вбрасываются нашими недоброжелательными и украинского происхождения, и грузинского происхождения и так далее. Не надо реагировать на все эти провокации. Российская Федерация ни в чем не виновата. У нас сегодня в доме нет электричества, потому что в нашем бюджете нет денег для того, чтобы приобрести этот переток. А почему в нашем бюджете нет денег? Версия экс-власти и действующих по сей день министров заключается в следующем. Якобы, если бы было ратифицировано соглашение по инвестициям, то никаких бы проблем не было. Это абсолютная ложь. Потому что они еще в 2022 году подписали соглашение, в рамках которого софинансирование заработных плат разных категорий бюджетников было напрямую привязано к обязательствам, так называемым обязательствам абхазской стороны, который взял персонально экс-президент на себя. Инвестор в Абхазии желанный гость. У нас есть профильное законодательство, закон об инвестиционной деятельности. С Российской Федерацией у нас есть соглашение о защите и взаимном поощрении инвестиций от 2009 года. Есть целая инфраструктура обеспечения инвестиционной деятельности в Абхазии. И у нас очень много успешных инвестиционных проектов. Но та модель, которая предлагалась, это не инвестиции. Инвестор, так называемый инвестор, который не собирается платить налоги, в том числе косвенные налоги, таможенные пошлины, которому не нужны наши банки, который не хочет брать во внимание наше законодательство, в том числе и наши суды, который будет привлекать свою собственную рабочую силу, который в приоритетном порядке должен получать земельные участки и который получал по этому соглашению возможность закладывать землю, как нашу землю, как залог, это уже совсем не инвестиции. По мнению Адгура Арзанба, сейчас надо перезагрузить отношения с Российской Федерацией. У любого кризиса есть и обратная сторона. У любой проблемы есть и что-то хорошее. Настало время по-честному, по-братски, по-дружески перезагрузить наши отношения с Российской Федерацией. Это новый этап, который позволит нам открыто, честно, не обманывая друг друга, выстроить отношения. Ложь, которая исходила от экс-власти, привела к определенным негативным последствиям. Мы вместе, весь народ, вся общественность сделаем все для того, чтобы в очень короткие сроки все это исправить. Что касается текущей энергетической ситуации, да, очень тяжело. Хочу вам сказать, что нет ни одного дня, ни одного часа, чтобы мы не занимались этой проблемой. Хотя у нас нет никаких полномочий включаться в процесс. Председатель АНД отметил, что разрабатывается план действий по выходу из текущей ситуации. Есть план по выходу из текущей ситуации, где уже в следующем 2025 году будут предприняты определенные действия, которые позволят резко сократить потребление. Это первое. Второе, значит, в летний-осенний период, если будет такая необходимость, государство приобретет электричество для того, чтобы перекрыть в перспективе дефицит, который может образоваться зимой 2025 года. Это не говорит о том, что зимой 2025 года у нас не будет веерных отключений. Они будут, это неизбежно.
но они, конечно, будут совершенно в других параметрах, несравнимы с тем, что сегодня. В 2026 году ситуация будет уже намного лучше. А в 2027 году, по нашим прогнозам и по прогнозам специалистов, мы, я имею в виду, все мы, общество. Здесь какая бы завтра власть ни пришла, без общества ничего не получится. Открыто, гласно все эти процессы необходимо будет предпринимать. И мы к концу 2027 года, по оценке специалистов, уже выйдем на определенный баланс. Вот такой план. А на сегодняшний день ситуация, да, вот такая. Шазина Ханагуа, Нарсоу Цулуке, Абхазское телевидение. Совет старейшин Абхазии сделал заявление, в котором объявил о начале подготовки созыва чрезвычайного съезда абхазского народа. Цель съезда, как отмечается в заявлении, выявить причины продолжающегося системного кризиса и определить пути выхода из него. Для подготовки и проведения абхазского общенационального съезда создается оргкомитет. В здании Государственного комитета по репатриации состоялось памятное мероприятие в честь памяти патриота своей исторической родины, дипломата, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, профессионального военного, героя абхазского народа Кавказа Атрашба. В мероприятии приняли участие исполняющие обязанности премьер-министра Валерий Бганба, члены правительства, представители Министерств обороны и иностранных дел, общественные деятели, близкие и знакомые Кавказа Атрашба. С началом Отечественной войны народа Абхазии в составе группы добровольцев прибыл в город Гудаута, после чего возглавил группу специального назначения, подчинявшуюся непосредственно главнокомандующему Владиславу Ардзинба. Вплоть до 1995 года он служил в охране первого президента Республики Абхазия. В дальнейшем руководство Министерства обороны Республики Абхазия привлекло специалиста высочайшего класса Атрашба Кавказа Кемаловича к подготовке специальных подразделений. Со всей ответственностью заявляем, что курс подготовки, который провел Атрашба Кавказ Кемалович, в разы превосходил все остальные. После курсов, проведенных Атрашба Кавказом, специальные подразделения абхазской армии стали в разы сильнее и могли решать больший спектр возникающих задач. С апреля 2021 года Атрашба Кавказ работал в полномочном представительстве Республики Абхазия в Турции и на протяжении 3 лет ответственно отстаивал интересы нашей Родины. Безвременный уход Атрашба Кавказ Камила Кемаловича стал тяжелой утратой и огромным ударом для всей нашей республики. Царство Небесного нашему брату, ты навечно останешься в наших сердцах. Президент Академии наук Абхазии, директор Центра нартоведения и полевой фольклористики, доктор филологических наук, профессор АГУ, иностранный член РАН Зураб Джапуа избран приглашенным профессором Китайского северо-западного университета Миньцзу. Официальное вручение аттестата состоялось на пленарном заседании Международной научной конференции «Языковые и литературные обмены в рамках «Один пояс, один путь», которая проходила в университете в городе Ляньчжоу Китайской Народной Республики с 7 по 9 декабря. Зураб Джапуа выступил на пленарном заседании конференции с приветственным словом от имени Президиума Академии наук Абхазии с научным докладом об исследовании нардского эпоса народов Кавказа. Также Зураб Джапуа встретился с представителями Академии общественных наук КНР и наметили некоторые пути и формы сотрудничества с учеными Абхазии и Китая. Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил медучреждения столицы и ознакомился с работой больниц в условиях энергетического кризиса. Репортаж Гугу Цивардания. Первый объект, который посетил исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Бутба – детская республиканская больница. Здесь с начала верных отключений работает дизель-генератор. В эти выходные для его бесперебойного функционирования Минздравом была доставлена тонна топлива. Тонну топлива подвезли, правильно? На данный момент сколько у вас? Да. Сейчас у нас сколько, Николай Николаевич, в остатке топлива? 750 литров, правильно. Да. Ну, у нас тонна уходит где-то за 1000. В онкологическом диспансере во время отключения света, как и в республиканской детской больнице, работает дизель-генератор. В палатах пациентов тепло. У нас очень большой бак, 800 литров. Сейчас у нас лежит 600 литров, нам хватает. В день у нас же плановая работа идет, да?
В день мы где-то на 5-6 часов включаем, когда рабочий день идет. Это 250-300 литров у нас уходит. Ну, у нас еще есть запас. У нас центральное отопление, котельная, всю ночь она работает. У нас целый день держит тепло. У нас нет никаких печек и кондиционирования. У нас идет теплый воздух, так что мы не нуждаемся в печках. Мы справляемся по дизельным аппаратам. Если дальше не будет никаких, да, то в таком режиме более-менее под Новый год мы справимся. Для второй городской больницы администрация города приобрела генератор мощностью в 150 киловатт. При большой нагрузке срабатывает аварийная система. На этот случай есть еще один небольшой генератор. В случае неблагополучия большого генератора мы включаем маленький, который обеспечивает жизненно необходимые обеспечения. То есть мониторы, кардиограмму снять, освещение в коридорах, вот так, в таком плане. На протяжении послевоенного времени такого большого объема дизель-генераторов во второй горбольнице не было. Мы ежегодно делаем объезды лечебных учреждений по плане подготовки к летнему сезону, к зимнему. Вот не так давно мы были здесь, переговорили о том, что крайне необходим дизель-генератор. Огромная благодарность, что мы получили такой дизель мощный. Не было никогда такого дизеля. Благодаря главе администрации города Сухум Ешба Беслана Федоровича и нашего многоуважаемого министра здравоохранения Будба Эдуарда Валерьевича. Несколько дней назад на территории туберкулезного диспансера и республиканской психбольницы на линии электропередачи упал большой эвкалипт. На место оперативно приехала аварийная служба Черноморэнерго. Подача электричества была восстановлена. На время отключения в психиатрической больнице работал дизельный генератор. Также на время туберкулезный диспансер и республиканская психбольница остались без воды из-за отключения насосов. В медучреждение были доставлены большие цистерны для питьевой воды и запасов топлива. В оперативном порядке при содействии Минздрава республики были решены проблемы. Были приобретены цистерны для питьевой воды и для запаса топлива для бесперебойной работы дизель-генератора. Так что на настоящий момент больница работает в штатном режиме. В ходе инспекционной поездки по столичным медучреждениям Эдуард Будба посетил инфекционную Сухумскую больницу. Сегодня на лечении в медучреждении находится 20 человек. В палатах тепло, работает генератор. Генератор работает штатно, все обслужено. Слава богу, город нам выделяет достаточное количество топлива. По мере возможности, если есть такая возможность, то мы экономим, стараемся тоже почасовые включения делать, но лаборатория и все службы работают в штатном режиме. Ночью свет и так есть, днем он тоже мы включаем. Вот сейчас лаборатория запущена. В республиканской больнице и роддоме 2 дизель-генератора. По словам сотрудников медучреждения, отсутствие света в больнице не ощущается. В родильном доме на сегодняшний день 15 новорожденных детей. Несмотря на обстановку в республике, в общем-то, все хорошо. Тепло, светло, и женщины накормлены. Женщины даже не хотят выписываться домой. Максимально находятся в отделении, чтобы деткам было тепло, чтобы им было хорошо. У нас прекрасные, комфортные условия. У нас также дополнительный запас топлива на 14 тонн. У нас есть своя машина, которая доставляет, мы недавно ее приобрели, которая доставляет топливо сюда к нам. Генераторы работают в исправном состоянии. Мы сегодня с утра переговаривали с техническим персоналом, который их обслуживает. Он должен сегодня во второй половине дня подойти. Несмотря на то, что мы провели уже замену всех необходимых частей и деталей, мы хотим, чтобы он еще раз посмотрел и убедился в том, что все в порядке, чтобы у нас не было каких-то чрезвычайных ситуаций. В случае какой-то внештатной ситуации, если один из этих генераторов выйдет из строя, у нас есть третий, который мы уже будем подключать к основным узлам и системам нашей больницы, такие как операционный блок, реанимация и родильное отделение. Не все, конечно, этажи сможем мы подключить к свету, но основные узлы мы сумеем питать с помощью вот этого третьего резервного генератора. Министр здравоохранения посетил и проверил на наличие дизель-генераторов все городские медучреждения. Районные больницы также обеспечены теплом и светом. Я лично получаю в круглосуточном режиме информацию
о той или иной ситуации, которая происходит в районах. На данный момент все происходит штатно. Центральная районная больница города Гагра обеспечена дизель-генератором, обеспечена топливом. Значит, такая же ситуация штатная в Гудаутском районе. Мы переговорили о том, что были сложности на выходных с подачей топлива в Творчатскую ЦРБ. Со своих резервов были выделены определенное количество дизеля, доставлено в Творчатскую ЦРБ. Все договоренности, которые были с топливными компаниями на совещании у Бадри Зурабовича, они все выполняются. Дизель-генераторы работают. Подвоз топлива есть. Действительно, вот те объемы дизеля, которые сегодня включаются, они не имеют, допустим, такого безграничного своего КПД. Есть определенный ресурс, и мы очень бережно к ним ко всем относимся. Я хочу, чтобы это было понятно нашим гражданам. Если в лечебном учреждении работает свет, мы стараемся в щадящем режиме использовать дизель-генератор. Министерство здравоохранения республики проводит активную работу для бесперебойного обеспечения электричеством медучреждений республики, подчеркнул Эдуард Будба. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, на территории Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности, местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 0, плюс 5, днем плюс 2, плюс 7. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.